А сегодня на повестке дня стоит у нас вопрос теневая экономика, и как вы себе представляете, она чрезвычайно актуальная, жизненно значимая и, так скажем, поливариантная с точки зрения аспектов ее функционирования в жизни нашего общества. И в условиях, когда мы испытываем острый дефицит базовой информации для анализа, у нас нет таких ресурсов и средств для того, чтобы можно было проводить опрос населения, опрос разных структур населения, для того, чтобы представить, анализировать ситуацию в нашем обществе и проводить анализ и прогнозировать перспективы развития нашего общества. И в этих условиях нам приходится прибегнуть к такому формату работы для собрания, насколько это возможно, вот этой базовой информации. Без нее, я еще раз повторяю, значит, конечно, аналитическую работу вести чрезвычайно сложно и почти невозможно. И спасибо большое, вы нам, вот семинар, уже предыдущие семинары показали, что такой формат в условиях кризиса, в том числе и пандемии коронавируса, такой формат работы нам позволяет все-таки решать проблемы, которые стоят перед нашим обществом и перед научным сообществом. К этой теме мы шли достаточно долго. Мы старались переносить ее, как можно дальше ее оттягивали. И даже когда мы заявили об этой теме и обзванивали участников, поступало очень много сомнений относительно того, что тема очень скандальная, тема очень сложная, тема щепетильная, но по нашему глубокому убеждению нам достаточно, наверное, уже бегать от сложных вопросов. Давно уже настало время говорить на эту тему открыто, обсуждать эти вопросы, не уходить от них, а наоборот стараться разобраться и попытаться найти какие-то возможные пути выхода. Прежде чем мы начнем обсуждение этой темы, разрешите мне предоставить слово научному сотруднику отдела национальной экономики Центра социально-экономических исследований Цушба Амре Славовне, кандидату экономических наук. Ее доклад основной. Надо отметить, что избежать теневой экономики в послевоенной Абхазии было крайне сложно. В это время теневая экономика обеспечивала доходами большую часть населения страны, то есть обеспечивала их, прямо можно сказать, средствами к существованию, выживанию. Однако последующие годы негативное влияние результатов теневой экономики – это неплатежи, уход от налогов, деформация социального поведения, дезорганизация процессов в официальной экономике все более усиливалось. И это влияло на возможность выполнения государством своих функций в полной мере. По экспертным оценкам ЦСИ, объемы теневого сектора в экономике нашей республики составляют около 50–55%. Надо сказать, что легализация экономики является одной из ключевых проблем устойчивого социально-экономического развития. И в рамках проводимых социально-экономических реформ одним из ключевых шагов должна стать детенизация экономики. И вот согласно разработанной ЦСИ стратегии социально-экономического развития до 2025 года, основным параметром на ближайшее десятилетие должен стать ее удельный вес в размере 20–25% ВВП. Хотелось бы отметить основные черты теневой экономики в нашей республике. Это сокрытие доходов, вывод капитала за рубеж, челночная торговля, двойная бухгалтерия, скрытая безработица и, конечно, коррупция.
За последние несколько лет в Абхазии был введен в действие ряд законов антикоррупционной направленности. В ноябре 2015 года был принят закон о противодействии коррупции, в котором были закреплены основные принципы противодействия коррупции. Затем было создано специальное управление по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре. Основная функция этого управления – выявление, пресечение, расследование коррупционных преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. Однако необходимо отметить, что существенный пробел наше законодательство содержит в части декларирования доходов и расходов должностных лиц. Введение механизма декларирования доходов и имущества публичных должностных лиц закреплено в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Система декларирования доходов и расходов должностных лиц существует во многих странах мира, и в каждой стране ей присущи свои особенности. Но общими для всех этих систем являются две ключевые цели. Это предотвращение незаконного обогащения и урегулирование конфликта интересов. Еще одной чертой теневой экономики в Республике Абхазия является высокий уровень скрытой занятости. По данным Управления госстатистики, уровень занятых в экономике составляет около 30%. Однако значительная их доля, около 43% от занятых, приходится на непроизводственную сферу. Это здравоохранение, образование, наука, органы управления. И наиболее частым примером теневых трудовых отношений является бесконтрактный прием на основе устной договоренности, в результате чего работодатель предполагает сократить свои издержки, связанные с выплатой налогов и отчисления на социальное страхование. Также часто встречается и расхождение фактических и формальных условий приема на работу и оплаты труда. Другой причиной ухода бизнеса в тень, по мнению предпринимателей, является высокое налоговое бремя. По данным соцопроса, проведенного в ЦСИ, 16% предпринимателей выбрали именно этот ответ. Что получается? Законопослушные предприниматели находятся под значительным прессом налоговой нагрузки, а в то время как участники теневого оборота создают различные схемы, которые им позволяют достигнуть достаточно высокий уровень эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Уклонение от уплаты налогов во всем мире считается одним из тяжких преступлений. И законодательство Абхазии также рассматривает уход от налогов как уголовное преступление. Этот рычаг нужно задействовать в полной мере, а наказание за преднамеренное уклонение от налога должно быть неотвратимым. И это должно сыграть существенную роль в легализации теневого бизнеса. Однако только законодательными и принудительными мерами радикально решить проблему легализации теневого сектора экономики невозможно. И основным направлением налоговой политики государства должно стать упрощение действующей налоговой системы. Необходимо разработать комплекс мер, направленных на совершенствование налогового законодательства, а также устранение противоречий законодательных нормативных актов, сокращение затрат предпринимателя на подготовку и представление отчетности и уплату налогов, а также стимулирование перехода на электронный документооборот. Одной из мер, способствующих выводу капитала в тень, является введение упрощенной системы налогообложения. В настоящее время остро встает вопрос разработки программы государственной политики в отношении теневой экономики. И основные механизмы, целевые показатели, которые должны быть заложены при разработке такой программы, а также ожидаемые результаты были отражены в стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Легализация теневого сектора охватывает широкий спектр различных проблем и требует проведения кардинальных и эффективных мер по преобразованию всей системы жизнедеятельности государства, разработки и воплощения в жизнь обоснованных планов ликвидации негативных последствий теневой хозяйственной деятельности. Однако мировой опыт показывает, что борьба с теневой экономической деятельностью только посредством административного давления и репрессий не является эффективной. Необходимо найти такие политические и экономические решения, которые будут способствовать сбалансированности в отношениях государства и предпринимательского сообщества. Состояние в энергоотрасли Республики Абхазия. В энергосистеме Абхазии складывается очень сложная ситуация.
связанная с дефицитом электроэнергии, которая может привести к энергетическому кризису. Ну, можно сказать, что он уже наступил, энергетический кризис в Абхазии. Потому что существующих мощностей катастрофически не хватает для обеспечения возрастающих потребностей населения и экономики в целом. Сегодня уже довольно сложно подключать к энергосистеме крупные объекты реального сектора экономики. Вот в связи с этим 2 года назад правительство решило пойти по пути ограничения нового вида энергозатратной деятельности по майнингу криптовалют, что является лишь краткосрочной отсрочкой технического кризиса в энергетике. Однако для решения данной проблемы был выбран путь полумер. Так, в 2018 году было принято постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 28 декабря о временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов, в котором утвержден запрет на майнинг криптовалют с использованием сетей РУП «Черноморэнерго». Но при этом не был введен запрет на ввоз данного оборудования в Республику Абхазия. И фактически РУП «Черноморэнерго» осталась один на один с проблемой неконтролируемого увеличения подключаемых нелегальных мощностей с ограниченными рычагами воздействия, которые в основном сводились к физическому отключению выявленных нелегалов, что не мешало им в дальнейшем подключаться к нашим сетям снова. Вот такое положение дел привело к тому, что произошел неконтролируемый нелегальный рост числа криптоферм. Согласно экспертным оценкам оперативно-диспетчерской службы Черноморэнерго, на данный момент с учетом роста нагрузок в энергосистеме установленная суммарная мощность майнингового оборудования составляет не менее 40-45 мегаватт. Данная мощность при условии круглосуточного потребления в течение всего года способна потребить около 400 миллионов киловатт-часов, а это большая часть нашего прогнозируемого дефицита электроэнергии в Республике Абхазия. Так, прогнозируемый дефицит на оставшиеся месяцы 2020 года с учетом нашего потребления может составить 704 миллиона киловатт-часов. Кроме того, с 15 февраля 2021 года запланирована остановка выработки электроэнергии комплексом генерирующих станций «Ингургэс» в целях ремонта деривационного тоннеля протяженностью 15,5 километров. Длительность проведения данных мероприятий составит не менее 3 месяцев. Для покрытия возникающего в 2021 году энергодефицита без применения мер принудительного ограничения потребления, то есть без применения верных отключений, необходимо предусмотреть поставку электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию на март-май 2021 года не менее 700 миллионов киловатт-часов. То есть на осенне-весенний период 2020-2021 годов дефицит электроэнергии с учетом остановки комплекса «Ингургэс» на ремонт составит не менее 1 404 миллиона киловатт-часов, что в пересчете на оптовые цены в Российской Федерации там не менее 2,73 рубля киловатт стоит, составит около 3,8 миллиардов рублей. Так, ввиду регулярного увеличения нагрузки на электроэнергетическую систему Абхазии и отсутствия необходимых системных капитальных вложений за весь послевоенный период сложилась ситуация, при которой возникает риск работы энергосистемы в постоянном аварийном режиме. К примеру, пропускная способность воздушной линии 220 Чебара ограничена 227 мегаваттами, но в зимний период вынужденно наблюдается, вынужденно пропуск по данной высоковольтной линии составляет около 275 мегаватт, что резко увеличивает аварийность этой линии. И кроме того, сверхнормативные показатели в холодное время года влияют на качество и стабильность подаваемой электроэнергии, учитывая ветхость и колоссальные проблемы в распредсетях Республики Абхазия. Так, все вышесказанное происходит на фоне того, что с 2015 года дотации государства снизились катастрофически. Так, за 2018 и 2019 годы субсидировано в отрасль по 15 миллионов рублей государством, а наиболее значительные субсидии из государственного бюджета
приходятся на 2011-2014 года. Так, в 2011 году 134,7 миллионов рублей, в 2012 238,4, в 2013 207,6 миллионов рублей, в 2014 129,2 миллиона рублей. Но при этом за счет средств инвестпрограммы на 2015-2017 годы осуществлены как вложения на 454 миллиона рублей. В том числе... Сверху, да? Ну да, это чисто государство, это инвестпрограмма на 15, да, но все равно в отрасль, да, вложения, да, все равно в отрасль. Вот за 15-17 годы 454 миллиона рублей. Ну, это распредсети, ну, всех районов практически. И на это вложение на реконструкцию вот, подстанций 220-110 киловольт в Гарском, Ачимчирском и Сухумском районах на сумму 371,8 миллионов рублей. И за счет средств инвестпрограммы на 17-19 годы осуществлены вложения на сумму 418,8 миллионов рублей, в том числе на реконструкцию подстанции 110 киловольт Гагра-1 и на организацию каналов связи и телемеханики между объектами энергосистемы, приобретение спецтехники, а также вложения в распредсети районов, там 180 миллионов рублей. Таким образом, за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия с 2015 по 2019 годы было инвестировано более 872 миллионов рублей. Так, в повседневной практике Черноморэнерго увеличение капитальных вложений в объекты энергосистемы привело к увеличению текущих расходов на содержание и обслуживание дополнительных мощностей приобретенной техники. При этом, как вам известно, тарифы на электроэнергию не пересматривались уже долгое время. То есть на сегодняшний день предприятие просто выживает, пытаясь не допустить задержек по заработной плате, не говоря уже о возможности развития единого оператора передающих и распределительных сетей за счет собственных средств. При этом, да, для расчета поступательного развития энергосистемы Республики Абхазия в рамках инвестпрограммы 2015-2017 годов были разработаны два исследования с расчетами по высоковольтным сетям и распределительным сетям. По высоковольтным сетям разработана схема и программа перспективного развития электроэнергетики Абхазии на период с 2017 по 2021 года и с перспективой до 2026 года. Ну, вот эту программу выполнил Институт проектирования энергетических систем города Новосибирска. И в соответствии с этой программой необходимо не менее 7,2 миллиардов рублей. Это по минимальному сценарию и потребления, и 13,3 миллиарда рублей по сценарию максимального потребления. Это на развитие высоковольтных сетей, такие суммы. И по распределительным сетям тоже была разработана программа, выполнил проектный институт Ростовский, инженер Энергопром. Необходима сумма капитальных вложений в распредсети, это сети 10,604 киловольта, 9,7 миллиарда рублей. И это цены 2016 года. Так, учитывая необходимость в масштабных вложениях, ситуация с собираемостью за потребленную электроэнергию оставляет желать лучшего. В год собирается порядка 370 миллионов рублей, и собираемость не превышает 54%. И в целом после объявления пандемии платежи за пользование электроэнергией сократились на 30% от сборов за соответствующий период прошлого года. И для поддержания работоспособности предприятия были привлечены банковские займы. Кроме того, на складах организации практически не остался аварийный запас материалов и оборудования для энергосетей Абхазии. Для примера, на июль 2014 года на складах Черноморэнерго числилось материалов и оборудования на сумму более 76 миллионов рублей. На сегодняшний день так, ситуация постепенно улучшается, идет увеличение сборов за потребленную электроэнергию.
Однако этого не в полной мере хватает на выплату заработной платы и минимально необходимого обеспечения производственной деятельности. Увеличение роста потребления в том числе вызвано практическим отсутствием приборов учета электроэнергии у потребителей, что приводит к увеличению технических и коммерческих потерь. Ситуацию заметно может улучшить внедрение современных приборов учета с дистанционной передачей данных и отключением. Исходя из опыта Черноморэнерго, внедрение приборов учета даст возможность сократить коммерческие и технические потери от 25 до 40%. Это по среднегодовым показателям составит порядка 600-700 миллионов киловатт-часов, что вполне может покрыть дефицит существующей электроэнергии. Это позволит также увеличить сборы оплаты за потребленную электрическую энергию, что даст возможность своевременно проводить ремонтные работы. Нами подсчитано, что внедрение автоматической системы контроля учета электроэнергии, АСКО сокращенно, необходимо установить 75 тысяч приборов учета электроэнергии с полной реконструкцией распределительных сетей 10,04 киловольта, включая реконструкцию трансформаторных подстанций. Без помощи государства для предприятия окажется неподъемной ношей. В настоящее время, несмотря на оснащенность некоторых электростанций и подстанций современными средствами телемеханики, системной автоматики и релейной защиты, в целом энергосистема значительно отстает от современных требований. Средства диспетчерского и технологического управления энергосистемой работают не в полной мере. В связи с изложенным, учитывая тяжелейшее состояние энергосистемы республики, мы, возможно, будем вынуждены применять меры ограничения потребления, то есть верные отключения, возможно, будут введены. Для нормального развития экономики государство обязательно должно обладать резервом электрических мощностей в размере 30% от существующего потребления. А у нас, напротив, наблюдается дефицит в размере 35%. При этом в послевоенной Абхазии не была построена ни одна электростанция, в связи с чем жизненно необходимо строительство новой электростанции в западной части Республики Абхазия. Успешная работа единого оператора передающих и распределительных сетей Республики Абхазия является залогом не только укрепления энергобезопасности страны, но и поступательного развития экономики в целом, так как для любого вида деятельности его расширения, соответственно, улучшение предпринимательского климата в Абхазии необходимы свободные энергетические мощности. Вопросы прорабатываются в правительстве, ждут со дня на день. То есть это положение, что у нас было о технологическом присоединении новых потребителей, оно сейчас не действует. То есть его отменили, я какое-то время не работал, отменили, не знаю по причин. И это постановление должно выйти, и предложение по легализации существующих. Я не знаю, там какие-то будут приняты по тарифам, по мощностям, там нужно все обговаривать, все в условиях. То есть даже в зимнее время, если надо, они должны будут отключаться, потому что дефицит. Если в банк попадают операции, они в основном попадают легальные. И если есть, то есть для того, чтобы отслеживать нелегальные операции, в свое время, это в 2006 году был принят указ о финансовом мониторинге, который регулирует деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. И, соответственно, банки Республики Абхазии на основании этого указа, на основании нормативных актов, разработанных Банком Абхазии, осуществляют деятельность по предотвращению легализации. Что хочется отметить, если мы будем даже сравнивать 2015 год и текущий год, прошедший год, 2019 год, то количество операций, которые подвержены обязательному контролю и передаются для дальнейшей аналитики в Банк Абхазии, значительно увеличились. Если, допустим, за 2015 год их было порядком 1600 операций, то за прошлый год их уже было порядком 2500 операций.
При этом большую часть операций, которые по кодам попадают, это займы между юридическими лицами. Что хочется отметить, по соответствии с Гражданским кодексом, займ может быть предоставлен беспроцентный, и наши организации, юридические лица часто предоставляют друг другу займы. Данный вид операции, он не носит экономического такого прямого характера, может создана быть организация, которая только занимается предоставлением займов, при этом экономической деятельностью не занимается какой-то реальной. Да, соответственно, да, спасибо. Соответственно, получается, что данные материалы попадают в систему, и затем мы уже имеем правило такое, проводить аналитику и передавать для дальнейшего разбирательства в соответствующие органы. Но что хочется сказать, конечно же, как было сказано, теневая экономика, она может быть связана с легализацией преступных доходов, или же это легальный бизнес, но официально не зарегистрирован. Соответственно, банк это обслуживает клиенты, и клиенты умудряются, конечно, пользоваться и современными средствами. Ну, хочется подчеркнуть, что существуют карточки, и очень многие наши предприниматели используют российские карты для пополнения, для оплаты своих видов услуг, предоставляем на территории Абхазии, и, соответственно, потом уходят. Есть ситуация, вот мы тоже в ходе проверки выявляем, когда физическое лицо не зарегистрировано как индивидуальный предприниматель или же как юридическое лицо, и используют карточку для получения определенных доходов. Нет, доходов определенных от своей деятельности. Такие факты тоже существуют. Естественно, мы стараемся усиливать этот контроль. Банки сами заинтересованы, потому что наши банки, наши операции также попадают в контроль и с нашими коллегами на территории Российской Федерации. Соответственно, стараются проводить операции легальные и не допускать сомнительных операций. В рамках своей деятельности контрольная палата неоднократно отмечала следующие факты, которые прямо или косвенно являются основополагающими в создании благоприятных условий для развития теневой экономики. Хотелось бы отметить несколько. На сегодняшний день есть такая негативная тенденция в части ведения бухгалтерского учета и отчетности, как в коммерческих организациях, так и в бюджетных. Необходимо реформировать данную систему, являющуюся основополагающей как в нормативно-правовой части, так и путем создания автоматизированной системы учета. Сегодня уже основной докладчик отмечал этот момент, мы тоже подтверждаем эту острую необходимость. Чтобы было понимание, на сегодняшний день также необходимо ужесточить ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета. Фактически этот момент не является сдерживающим, так как на сегодняшний день штрафы они составляют в размере 60 МРОТ минимальных размеров оплаты труда за ненадлежащее ведение бухгалтерского учета. Немаловажным моментом считаем также, что необходимо пересмотреть и усилить нормативно-правовую базу в части применения контрольно-кассовых машин предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, также индивидуальными предпринимателями при осуществлении расчетов по налично-денежному обращению с населением, а также начать процедуру по активному внедрению средств, обеспечивающих безналичный расчет. Следует отметить, что у нас отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая проведение конкурсного отбора претендентов на получение госконтрактов для обеспечения госнужд. И особо хочется отметить актуальность того, что остро стоит вопрос реформирования пенсионного обеспечения, так как только создание условий, при котором население будет понимать необходимость легализации своих доходов с целью формирования накопительной части пенсионного обеспечения и создания социальных гарантий для своего будущего, потому что на сегодняшний день это колоссальная проблема, и наша пенсионная система сегодня не отвечает требованиям международным и общепринятым. Надо четко дать понять, люди, за что они отчисляют, и что у них будет формироваться накопительная часть, и это их будущее в дальнейшем. Министерство финансов, естественно, получает наши материалы, и
В ряде случаев были применены бюджетные меры принуждения, то есть когда сумма финансирования объекта она сокращается. И такие факты есть. Но еще немаловажным моментом есть то, что мы, одной из основных функций является давать оценку в части предварительного контроля, анализа республиканского бюджета. То есть, соответственно, в наши полномочия входит дать оценку проекту бюджета на соответствующий год, а также по его исполнению. Соответственно, вы сами прекрасно все знаете, что в 2017 году исполнение бюджета 2017 года парламентариями было отклонено. То есть в основе были наши материалы. Коррупция не только негативно влияет на экономику, ослабляет ее государственные институты, снижает инвестиционную привлекательность государства, но и, что более важно, является прямым или косвенным нарушением равенства прав и свобод человека и гражданина, являющегося базовым принципом правового демократического государства. Интенция организационно-правовых механизмов содержится в законе Республики Абхазия о противодействии коррупции. Вы знаете, он вступил в законную силу 1 марта 2016 года. В развитии этого закона было создано самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры, которое я возглавляю. Для информации, штат управления состоит из 5 прокурорских работников. На местах прокурорами районов, города Сухум и приравненными прокурорами также осуществляется надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Отметим, что данный закон, о котором я упомянула, является в основном нормативным актом программного характера. Я бы это хотела особенно отметить, потому что он определяет основные направления государственной деятельности в сфере борьбы с коррупцией, устанавливает сферу применения антикоррупционной политики, фиксирует социальные ожидания в данном виде деятельности. Однако данный закон требует для своей реализации принятия ряда развивающих нормативно-правовых актов. Согласно предоставленным законам Республики Абхазия о противодействии коррупции полномочиям и организационно-распорядительным документам Генеральной прокуратуры, изданным по вопросам противодействия коррупции, деятельность управления направлена непосредственно на укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства. Органами прокуратуры на систематической основе проводятся соответствующие проверки. Я бы хотела особенно обратить на это внимание. К сожалению, мы забываем о такой превентивной мере предупреждения коррупции, как антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Бороться с уже совершенным преступлением – это, конечно, не так легко, но коррупцию надо пресекать на зачатке. С 2016 года, если говорить о каких-то результатах по настоящее время органы прокуратуры провели антикоррупционную экспертизу порядка 8 тысяч нормативно-правовых актов. Если вы понимаете, какой это объем, я думаю, тут есть соответствующие специалисты, которые могут подтвердить, чтобы провести антикоррупционную экспертизу нормативно-правового акта, необходимо изучение всей нормативной базы действующего законодательства на территории Республики Абхазия. Закон о противодействии коррупции возложил такое полномочие проведения антикоррупционной экспертизы на Генеральную прокуратуру, вы знаете, и Министерство юстиции. То есть при проведении правовой экспертизы они также одновременно проводят ее экспертизу. Генеральная прокуратура одна из первых, вот в частности, если говорить о нормативке, подготовила соответствующую методику проведения антикоррупционной экспертизы. Она у нас есть, она в общем доступе, есть в общих информационных системах, которые может ознакомиться каждый и посмотреть, по какой методике мы проводим эту экспертизу. По результатам антикоррупционных экспертиз в различные органы исполнительной власти и местные органы государственного управления в общем внесено более 300 актов прокурорского реагирования. Я думаю, это достаточно такой положительный результат. Все нормативно-правовые акты, отмечаю, приведены в соответствии с действующим законодательством, коррупциогенные факторы исключены.
По итогам проверки деятельности центральных органов государственного управления выявлен также целый ряд нарушений действующего законодательства Республики Абхазия, свидетельствующих о необходимости осуществления сплошного мониторинга нормативно-правовых актов, изданных органами государственного управления на предмет соблюдения законодательства Республики Абхазия. Данная сфера деятельности прокурорского надзора находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры, считается приоритетным направлением деятельности на текущие года. Что касается доклада, основного доклада, с которым мы сегодня ознакомились, я бы хотела отметить, вот в обществе сложилось мнение, что вот вы говорите о том, что управление было создано, и управление непосредственно занимается, которое я возглавляю, выявлением преступлений и расследованием дел коррупционной направленности. Такое было отмечено в вашем докладе. Я хотела бы отметить, что в полномочия управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции не входит производство предварительного расследования по делам общеуголовной направленности, так и по коррупционным преступлениям, совершенные лицами с использованием своего служебного положения. Данная форма досудебной деятельности осуществляется уполномоченными следственными органами прокуратуры, органы внутренних дел и службы государственной безопасности. По результатам обобщения уголовно-процессуальной деятельности следственных органов, обращаю внимание, следственных органов всей правоохранительной системы. Тут речь идет не только об органах прокуратуры. По выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности отмечается, что число выявленных коррупционных правонарушений не отражает реального уровня состояния злоупотребления со стороны должностных лиц государственной власти и другими властными полномочиями для получения материальной или иной выгоды в личных целях и интересах третьих лиц. Многие преступления, связанные с присвоением, растратой имущества, злоупотреблениями должностными полномочиями и их превышением, взяточничеством, служебным подлогом не выявляются и, соответственно, не учитывается в официальной криминальной статистике. Практика расследования уголовных дел и материалов коррупционной направленности показывает, что дела данной категории представляют особую сложность. Подверженными коррупционным рискам остаются, если говорить о статистике, вот последние 10 лет. Рискам остаются подвержены сферы земельных правоотношений, вы все это знаете, управление государственным имуществом, расходование бюджетных средств, заключение и исполнение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Возникает вопросов много по унитарным предприятиям, есть пробелы в законодательстве, мы пытаемся это мониторить. Хотелось бы также обратить внимание центральных органов госуправления, тут есть часть представителей и органов финансового контроля на необходимость проведения единой государственной политики в области противодействия коррупции и осуществления на постоянной основе, обращаю внимание, сплошного мониторинга нормативных актов с целью применения превентивных мер, направленных на выявление коррупционных факторов. Заканчиваю. Единственное, хочу дополнить тем, что Генеральная прокуратура разработала, оно есть, этот проект существует, мы его направили во все органы, правоохранительные органы республики о создании межведомственной комиссии по борьбе с коррупционными преступлениями. Есть соответствующее положение, оно находится на стадии рассмотрения. По поводу Абхаз-стопа, если вы мне дадите возможность, я бы высказалась. Это были материалы контрольной палаты. Отмечаю вашу работу. Почему я знаю об этом? Потому что этот материал рассматривала лично я. То есть вы прислали материалы контрольной палаты, мы вас уведомили первый раз. Да, управление вас уведомило за моей резолюцией. Там достаточно широкий круг вопросов и нарушений, который в основном возник, опять же таки, из-за пробелов в действующем законодательстве. Абхаз-стоп является государственной компанией в настоящее время. Есть закон об унитарных предприятиях, действующий закон, в соответствии с которым госкомпания должна была пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции, то есть это определенное положение, устав, и на них возлагается оплата в бюджет 20% от своего дохода, если коротко говорить. Да, от прибыли чистой.
Но ввиду того, что мы по какой-то причине не провели эту перерегистрацию, руководитель государственной компании имел возможность по собственному усмотрению, обращаю внимание, по собственному усмотрению распределять эти денежные средства, не предусмотренные на цели и задачи учреждения данной государственной компании. В предпринимательстве коррупции нет. Что такое коррупция? Коррупция – это использование должностным лицом служебного положения в целях извлечения прибыли. Предприниматель, он не должностное лицо, он в данном случае в коррупционной схеме, он участник этой схемы, но он потерпевший, он тот, кто платит. Коррупционер – тот, кто берет. И вот тут уже нужно смотреть вот в этим всем государственным органам и принимать соответствующие меры, чего у нас не происходит. На мой взгляд, самая большая проблема – это наше несовершенное законодательство. Отсюда все проблемы. Даже вот пример, опять-таки, последний закон о налоге на добавленную стоимость, когда каждый пункт закона можно трактовать кому как угодно, он приводит к возникновению вот этой схемы, начиная с пересечения границы и заканчивая реализацией и проверками налоговых служб на каждом этапе и так во всех сферах. Поэтому пока у нас не будет нормального законодательства, а у нас его, к сожалению, нет. У нас базовое законодательство было по налоговому учету, было написано в 95-6 году, 4-м, по-моему, и все, и на этом все закончилось. А если мы откроем каждый закон, к нему нужно было написать очень много подзаконных актов, но это почему-то, к сожалению, не делается. Очень правильно прозвучало, что был закон об упрощенной системе налогообложения. Мы читали его в проекте, и там очень много нужного и полезного. Но, к сожалению, опять этот закон лег куда-то под сукно, и мы все сидим вот в ожидании. Мое личное мнение. Первая проблема, вот она озвучила первый раз от официального лица, я услышал, мониторинг всех законов и подзаконных актов о коррупционной. Если это не будет делаться, никак теневая экономика сохранится и коррупция сохранится. Но что удивительно, они его начинают мониторить после принятия, после того, как этот закон все, что мог натворить, натворил, потом начинают мониторить. Мониторить надо до принятия, а потом уже как бы 3000 дел они не будут рассматривать, будут одно дело рассматривать. Второе. Значит, в чем я тоже участник, может быть, активный, пассивный, но участник теневой экономики. Я всегда говорил и говорю, что любой предприниматель, нет такого предпринимателя серьезного, который не хотел бы работать прозрачно, чисто, потому что так очень легко и контролировать, и двойную бухгалтерию не надо, и учет вести, это облегчает жизнь любого человека. Правило, задача государства – создать одинаковые правила игры для всех участников экономического процесса. Да? Пока эти правила не будут установлены для всех одинаково, будет теневая экономика, будет все, потому что мы за счет теневых механизмов выдерживаем конкурентную борьбу. Вот пример приведу в законодательстве. Да? Люди занимаются пищевыми продуктами. Да и такая проблема есть или нет, не знаю. Есть как срок годности, срок хранения порчи. По нашим законам предприниматель не имеет права продукция, которая пришла пищевая в негодность, списывать на издержки. Его надо сажать в прибыль за то, что ты потерпел убыток. Еще 18% заплатит государство. Ну, вы извините, кто такой закон принимал, я вообще не могу понять. Есть еще в законе очень одна красивая фраза. Значит, доход в скобках прибыль. Это разные понятия, доход и прибыль. Но у нас можно формулировать, хочешь как прибыль покажешь. Вот, ну, таких два легких примера я привел. Да? Третье, что такое теневая экономика? Теневая экономика – это обратная сторона бюрократии. Обратная сторона – излишнее администрирование. Надо упростить бюрократический механизм, надо уменьшить, значит, администрирование, и тогда появится, оно будет адзац-абот. Вот о чем я говорю, влага, когда будет уходить, плесени будет меньше. Как-то вот на одном совещании, и это было при, по-моему, уже Сергея Васильевича, я был заместителем министра, и один из высоких иерархов наших в правительстве, там говорили о всяких экономических вопросах, он напрямую, вот, говорит, вы представитель Министерства по налогам и сборам, говорит, какой процент у нас вот теневой экономики? Я говорю, я не могу ответить. Почему, говорит, вы не можете? Вы должны это знать.
Как я могу знать? Я говорю, я могу только ощущениями пользоваться. Это же неправильно, отвечая на таком серьезном собрании, пользоваться ощущениями. Если я скажу 30%, кому-то не понравится, кому-то понравится. Я могу сказать и 50, и 60. Могу сказать, методика, как Да, ты посчитал. да. А я ответственное лицо, я говорю, я не могу на это ответить. Один из реальных косвенных показателей – это соотношение в стоимостных величинах объемов экспорта и импорта. Но каким образом на протяжении многих лет у нас стоимостной объем импорта больше, чем стоимостной объем экспорта, ну, приблизительно в 4 раза. У нас очень такой объект есть хороший теневой экономики, это ингурская граница таможенная. Но по подсчетам некоторых экспертов от 200 до 300 миллионов доходов мы там теряем. Ну, за эти цифры я не отвечаю абсолютно. Вот у нас прошла такая кампания битвы за декларацию доходов. Да. Я, например, считаю, что вообще не надо делать декларацию доходов, а надо делать декларацию доходов и расходов. Да. Декларация доходов вообще ничего не дает. Важно расходы декларировать. Вот вы знаете, да, вот шведскую систему экономики, да, у них, по сути дела, социалистическая система экономики, ну, в принципе, социалистические, по крайней мере, да, но там очень много людей получают социальной помощи, очень много социальной поддержки, они почти, очень многие вещи они не оплачивают просто-напросто, но у них система контроля за доходами очень серьезная и расходами. К вам могут прийти и даже в кастрюлю посмотреть. Вы можете украсть миллион. Вы можете ограбить кого-то, вы можете скрыть, укрыть, занизить, что угодно, но вы расходовать не сможете этот миллион. Потому, кстати, в Швеции там на уровне 12% или там 13% теневая экономика. Даже самая система, вы деньги не потратите. Да, деньги не потратите. И самое главное, что там вот эта система без наличных расчетов. Поэтому я вас призываю, так как делала Амра Славовна и Лилия Шамильевна, наверное, нам надо все-таки с налоговой системой тоже, да, продумать, чтобы люди не стремились к этим теневым действиям, да, и чтобы можно было бы и самим им более нормально функционировать, и контролирующим органам, чтобы было более видно, что происходит. А это, вот, на мой взгляд, переход на налог с оборота. Вот мы сейчас говорили о очень важном моменте. Я все-таки вот в своей такой деятельности практической и научной придерживаюсь все-таки мнения системы декларирования доходов и расходов. Мы говорим почему-то в последнее время только о чиновниках, но система декларирования доходов физлиц, о чем говорил представитель контрольной палаты, она очень сильно распространена во всех развитых странах мира. С вами полностью согласна. Физлицо не потратит деньги, если он не может объяснить происхождение этих доходов. Да. То есть к вам сразу придут сотрудники налоговой службы с вопросом, откуда деньги, откуда у вас такие возможности покупок имущества и так далее. Поэтому, когда мы говорим о декларировании доходов чиновников, там надо добавить расходов и постепенно переходить к системе, наверное, это вопрос налоговой службы, о внедрении системы декларирования доходов и расходов физических лиц. Конечно, это процесс очень сложный. Он требует достаточно физических, моральных, материальных, да, финансовых ресурсов, но если мы хотим построить современное цивилизационное, как вы говорите, государство, да, то я думаю, что без этого мы не обойдемся. 13 миллиардов мы не понимаем происхождение денег, который потратил наш народ. Это огромная сумма, это почти 4 внутри Абхазии, да. То есть это почти 4 собственных бюджета Республики Абхазия. Один год. Посчитайте на него. Ну, эту методику сейчас я не буду рассматривать, но это данные статистики. 18 год, 19 пока данных нет. Я думаю, что там будет нарастать, потому что с 16 года идет только рост. Только рост. Да. Это одна из причин.
Александр Изабевич сказал, что одним из таких важных факторов теневой экономики является то, что у нас происходит на границе с Грузией. Я не знаю, я, может быть, по-моему, единственный человек, который эту тему неоднократно поднимал и даже дважды в парламенте поэтому выступал о том, что нужно легализовать эту торговлю. Это как раз и порождало и коррупцию, и преступность, потому что когда люди для того, чтобы купить жилье в Абхазии, покупали паспорта абхазские или оформляли через местных граждан, с которыми потом у них возникали, и в том числе и до убийства доходило дело, вот это все я предлагал легализовать это таким образом, чтобы покупать могли без гражданства, как это есть во многих странах. Вот той же в Анталии русские скупили квартиры, и все эти жители Анталии ждут, когда же они начнут приезжать, потому что тут же появляются деньги, тут же появляется... Ну, кроме того, можно же обсуждать, я об этом тоже говорил, что это может быть первичное жилье, что муниципалитетам будет отдаваться определенный процент для тех людей, которые в очередях стоят, и никаких перспектив получить квартиру у них нет фактически. Так вот, что у нас происходит на границе с Грузией? Ну, по данным таможенного комитета, они могут проследить только то, что реально законно проходит. Это торговля там фундуком и сигаретами была торговля. Транзит. Хотя мы помним времена, когда отсюда продавались в огромном количестве бензин, сигареты, помните, и другие товары. Это все было помимо нашего бюджета. В этом были заинтересованы и вовлечены в эту деятельность видные деятели. Как это и сегодня происходит, кстати говоря. А я не понимаю, почему мы столько лет, говоря об этом, не можем легализовать. Некоторые сразу видят в этом отступление от каких-то наших позиций. Ну, я считаю, что люди, которые так говорят, они имеют собственный интерес в этом деле. Потому что незаконно торговать можно, оказывается, а поставить, я не говорю даже о договоре с Грузией, международном, потому что сами грузины на это не пойдут, очевидно. А я говорю о том, чтобы поставить на нашей территории таможенные пункты, обустроить, как это положено, и изымать налоги. 1,8 до 2 миллиардов рублей товарооборот по данным Государственной службы безопасности нашей происходит. Это с Грузией, да. Но это их данные, только то, что они могут это самое подтвердить. А там, я считаю, что и гораздо больше эта сумма. Вот если начать... Кстати говоря, еще один из тезисов, который я говорю, и который тоже все-таки воспринимается, о том, что надо разговаривать, начать с Грузией. Хотя бы по тем вопросам, где у нас есть интересы. Вот в частности, об этой торговле. Вот они приняли программу «Шаг к мирному будущему». Там они сами говорят о том, что готовы рассматривать торговлю между Абхазией как на нейтральных принципах. То есть не политизируя, как они сами это подчеркивают. Ну, может, там в целом в этой программе много неприемлемых для нас вещей, но там могут быть вещи, которые могут оказаться приемлемыми.